Коллеги, меня заинтересовал вопрос по строительным компаниям, которые строят многоквартирные дома. И один наш читатель предлагает даже присвоить им такой знак качества, сделано в Якутии. А почему считаю это важным? Потому что сейчас принят 214 федеральный закон, который защищает права дольщиков, но с другой стороны он ставит в невыгодное положение строительные компании. А в условиях севера это чревато, скажем, какими-то трудностями, потому что задача стоит и не заканчивалась по поводу переселения граждан из ветхого аварийного жилья, но в условиях этого закона, который не учитывает, к сожалению, наши особенности, этот вопрос очень важен. Меня заинтересовал вопрос о молодежи. Много дипломированной молодежи не могут устроиться на работу по образованию. Какие меры будут приняты в связи с этим? Как будет решен вопрос с нехваткой дипломированных специалистов в северных вузах? Будет ли продолжаться акция «Миллион» за выезд дипломированных специалистов в вузы? Добрый день, меня заинтересовал вопрос о борьбе с нелегальным бизнесом. Как раз буквально на днях глава Якутии подписал указ о борьбе с нелегальным бизнесом. И в перечне вопросов очень много обращений, касающихся борьбы с бутлегерами, лекарственным обеспечением. Я считаю, что этот вопрос актуальный, потому что бутлегеров действительно много, и люди спрашивают про контрафактные лекарства, это в принципе тоже борьба с нелегальным бизнесом. Меня на этот раз заинтересовало два вопроса. Во-первых, конечно же, о повышении зарплаты бюджетникам. И такой вопрос поступил, звучит он так. Повысили зарплату медицинским работникам. Ожидать ли повышения зарплаты остальным бюджетникам? И второй вопрос, который тоже, я думаю, что не менее важен, это вопрос с интернетом в отдаленных районах, то есть в северных районах нашей республики. Я думаю, что этот вопрос тоже достоин внимания.